Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем подробности пожара в частном детском саду в поселке Константиновка. Говорю, давайте быстрее берите все вещи, все необходимые, и все выносим. Зайдя в магазин, решил, что он в танцах, хотя уверяет, что спал. Ничего не хотите добровольно выдать? Ничего, давай. Что нашли у подозрительного посетителя магазина? А также покажем последствия крупной аварии на улице Фучика. Со второй полосы повернула перед троллейбусом. Это и не только. Прямо сейчас. Частный садик сгорел в поселке Константиновка. Первым возгорание увидел отец одного из детей, который пришел забирать своего малыша. Он сообщил об этом воспитателям, и им удалось выбраться на улицу еще до того, как пламя охватило все здание. Снаружи дом сгорел практически полностью, но внутри многое удалось сохранить. Из-за чего сад вспыхнул как спичка и кого в этом винит один из руководителей учреждения, знает Нафиса Минязова. Садик горит, садик. Ужас. Горящий детский сад многие очевидцы сняли на мобильный телефон. Он располагается в частном секторе поселка Константиновка. Как сообщили очевидцы, возгорание началось с крыши. В этот момент в помещении находились 14 детей и 2 воспитателей. К счастью, они не пострадали. Им удалось выбраться самостоятельно еще до того, как садик охватило пламенем. Огнеборцев вызвал отец одного из малышей. Он же и сообщил сотрудникам о том, что с кровли здания идет густой дым. Говорю, давайте быстрее берите все вещи, все необходимые, и все выносим. Затем сработала и пожарная сигнализация. Огнеборцы не заставили себя долго ждать, но, несмотря на это, пламя охватило все здание. Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона выехали по рангу номер 2. В 17 часов 16 минут открытое горение было ликвидировано. Несмотря на то, что снаружи здание полыхало огнем, изнутри от стихийного бедствия многое удалось сохранить. Перекрытия были обработаны антипожарным вот этим раствором, составом. Видите, то есть это только копоть от дыма осталось, а сами перекрытия не развалились. Это как раз-таки для того, чтобы можно было эвакуироваться. Натяжные потолки же не дали воде залить мебель. Тем временем соучредитель детсада рассказал нам, от чего могло произойти возгорание. В поселке, по его словам, меняли столбы наружного освещения, электричество отключали. Видимо, в этот момент дали электричество. У нас уже были такие случаи весной, когда меняли столбы, тоже техника сгорела. Здание не застраховано, и, скорее всего, эти вопросы придется самостоятельно восстанавливать. Теперь пожарным дознавателям предстоит выяснить причину возгорания. На месте же установили, что лицензии у учреждения нет, в реестр детсадов оно не входит. По сути, обычный частный дом, куда в гости пришли дети. Нафиса Минязова, Наиля Абдуллин, Вызов 112. Мужчину ранили ножом в шею на улице Тукая. Такое сообщение получили вечером медики от самого пострадавшего. Ранение не представляло угрозы жизни и здоровью, однако пострадавшего все же приняли решение госпитализировать. Мужчина был сильно пьян. Он рассказал, что на него напали прямо на улице. Как все было, теперь будут выяснять полицейские. В этом помогут разобраться камеры наружного видеонаблюдения, установленные на фасадах домов. Они сразу обратили внимание на этого 53-летнего мужчину. В этот магазин, как сказали потом продавцы, еще никто не заходил потанцевать. Стиль танца описали как неадекватный. И тогда не видели другого выхода, как вызвать полицию. Чем это обернулось, знает Анна Граднова. Мужчина, за что вас задержали? Вы можете сказать? Не знаю. После задержания он уже вел себя спокойно, но несколькими минутами ранее, как рассказали очевидцы, 53-летний мужчина танцевал прямо в торговом зале одного из супермаркетов на улице Лушникова. Его поведение продавцы адекватным назвать не смогли. Сотрудники магазина вызвали группу быстрого реагирования. Прибыв на место, охранники задержали танцора и сообщили об этом полицейским. Однако задержанный превращение торгового зала в танцпол отрицает. Говорит, что просто спал. Спал в магазине, уснул, замерз. Здесь спали на улице. А почему спали? Я переночевать не успел, на автобус обратно ехал. Говорит, приехал в Казань сутки назад из Камского устья, якобы на заработки. Искал работу, жить было негде. В магазине хотел переночевать. Рассказывая о своей тяжелой судьбе, все время дергался и закатывал глаза. Полицейские, так же как и продавцы, стали подозревать, что мужчина находится в наркотическом опьянении. Их сомнения переросли в уверенность, когда они приступили к личному досмотру задержанного в присутствии понятых. Ничего не хотите добровольно выдать? Ничего, давай. Но стражи порядка все нашли сами. Что в шприце? Что в шприце? Да. Не знаю, что там в шприце.
Кроме шприца, у него также изъяли несколько свертков с порошкообразным веществом, завернутых в изоленту, а также мобильный телефон. Содержимое пакетиков отправили на экспертизу, а задержанного повезли на медосвидетельствование. К слову, полицейские выяснили, что мужчина уже неоднократно был судим за хранение наркотических средств. Если экспертиза установит, что найденные у него вещества являются наркотическими, возможно, он опять отправится в места не столь отдаленные. Анна Городнова, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. А в Приволжском районном суде стартовал процесс по делу о мошенничестве с железнодорожными билетами. На скамье подсудимых 9 человек. Как считает следствие, фигуранты дела наладили криминальный бизнес. Они, взломав сайт, оформляли билеты, а затем их официально возвращали, получая за них реальные деньги. Следователи установили, что с декабря 2017 года по февраль 2018 года они похитили со счетов компании, торгующей электронными проездными, порядка 400 тысяч рублей. «Жигули» 7-й модели сгорел около 5 часов вечера в Набережных Челнах. Автомобиль был припаркован во дворе жилого дома. Пожарным удалось справиться с пламенем, но восстановлению машины уже не подлежит. Предварительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц. Владелец машины устанавливается. У «семерки» отсутствовал госномер. 2 человека погибли в страшной аварии в Чистопольском районе. Ранним утром на трассе Казань-Оренбург столкнулись 2 «Лады Ларгус». Одна из них после столкновения вылетела в кювет, после чего воспламенилась. По рассказам очевидцев, водитель не успел покинуть салон автомобиля и сгорел заживо. Шофер второй легковушки также получил смертельные травмы и скончался на месте. Еще 2 пассажиров были госпитализированы. Поездку мотоциклиста по проспекту Победы прервала женщина-водитель Volkswagen Tiguan. Выезжая с парковки торгового центра, она пропустила едущий по главной дороге автомобиль и выехала на проезжую часть прямо перед байкером, который двигался следом за машиной. Но даже в такой вроде бы очевидной ситуации автоледи, управлявшая кроссовером, не спешила признавать вину. Почему, знает Айгуль Бадрудинова. Машины не было, никого не было. Дорога была пустая. Все машины проехали. Единственным, кто остался на проезжей части, по мнению женщины-водителя «Фольксвагена», была иномарка. Именно ее присутствие и не позволило автоледи заметить мотоциклиста. Пропустив этот автомобиль, она выехала на перекресток. В это же мгновение в нее въехал мотоцикл. Ну, видимо, огромная скорость была. Он сам говорит, я повернуть не могу. Мотоцикл. Версию об огромной скорости мотоциклист опроверг, заявив, что в этом случае последствия были бы куда трагичнее. Двигался, уверяет, на максимально допустимой скорости. Будучи на главной дороге, мужчина даже не предполагал, что его могут не пропустить. Просто меня не увидела, потому что я съехал за следующей машиной, передо мной машина поворачивала направо. Я двигался дальше прямо, то есть машина повернула, она увидела, что машина повернула, меня не заметила, хотя я сигналил. И она просто наперед выехала, и все. Несмотря на то, что мужчина стоял на своих двоих, без помощи медиков не обошлось. Сразу после оформления аварии владелец мотоцикла отправился в медицинское учреждение. Я пак сильно ударил, поэтому не знаю. Я через нее перелетел, сальто сделал. С высокой степенью вероятности в аварии признают виновным водителя «Фольксвагена», так как женщина не пропустила транспорт, имеющий приоритет. Правда, прежде чем признать свою вину, автоледи намерена узнать, на какой же скорости двигался байкер. Поможет ей в этом камера, охватывающая необходимый участок дороги. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Один поспешный маневр привел к крупной аварии с участием 4 машин на улице Юлиуса Фучика. По рассказам очевидцев, женщина, управлявшая автомобилем Hyundai Solaris, решила заехать на прилегающую территорию. При этом она не пропустила троллейбус. Последствия ужаснули проезжающих мимо автомобилистов. С места происшествия Айрат Назипов. Со второй полосы повернула перед троллейбусом. Из-за этого маневра от Hyundai Solaris в буквальном смысле не осталось живого места. Женщина за рулем иномарки решила повернуть на прилегающую территорию со второго ряда. При этом она не пропустила троллейбус. Несмотря на довольно сильный удар, водитель Hyundai не пострадал. В салоне есть детское кресло, однако ребенок там отсутствовал. За несколько минут до этого его отвезли в детский садик. Но без помощи медиков не обошлось. Госпитализация потребовалась 2 пожилым пассажиркам троллейбуса. Электротранспорт впечатал Hyundai Solaris в припаркованную «Газель», которую после удара откинула в столб. Незначительные повреждения получил и стоящий Volkswagen Polo. Хозяйки иномарки в момент аварии не было в салоне. Я в магазин ходила. И все, и вышла, и вот такое. А «Газель», она как, она стояла за вами. Вот она, да, за мной. Пирамидка собралась. Полную картину произошедшего, как и ответственность водителя Hyundai, еще только предстоит установить. Одно ясно точно – автомобиль восстановлению не подлежит. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.